Бишкеке городской транспорт перестал выходить на линии после введения режима чрезвычайного положения. В этих условиях отличной альтернативой для людей стали велосипеды. С начала карантина число байкеров в Бишкеке увеличилось. По самым скромным подсчетам в 3 раза. Двухколесные машины оседлали люди практически всех возрастов. Кильдебек тоже в том числе. Он увлекается велоспортом уже 3-й год. Это очень удобно, без пробки и быстро, экономно, никак там бензин, не думаем наливать там бензин, вот такое, и удобно. И у нас в городе пока полноценных условий нет у нас, но потихоньку уже в процессе, уже многие уже катаются на велике. Вот, надеюсь, в дальнейшем у нас тоже будет как города, как в Европе у нас, вот все будет кататься на велике и разгружать наш город от пробок. В Бишкеке появились велодорожки и парковки, но на дорогах ситуация ни разу не изменилась. Наоборот, она даже усугубилась. Выросло количество автолюбителей, которые косвенно или прямо ущемляют людей, едущих на велосипеде. Подрезают, кидают в них из окна авто разные предметы, не замечают их, даже если те едут в яркой одежде, днем соблюдая правила дорожного движения. Велосипед на дороге менее заметен, чем автомобиль и даже мотоцикл. К тому же многие водители предпочитают принципиально не замечать велосипедиста, не признавать его права. Тем самым подвергают опасности его здоровья и жизни. Большинство наших водителей пока не поняли, да? Пока не понимают. Вот. Есть такие моменты. Вот, допустим, большие грузовые не замечают. Вот так. Из-за этого аварии случаются часто. Вот такие моменты. Конечно, некоторые байкеры тоже не подарок. Одни выезжают на улицы и проспекты, не зная элементарных правил дорожного движения. Даже тех пунктов, которые касаются непосредственно их. Демонстрируя свою лихость, плюют на всякие правила и вытворяют на проезжей части, что хотят. В результате страдают сами и подвергают опасности других. Один пример только вот. Когда переходят пешеходный переход, велосипедист должен пешком пройтись. А наши велосипедисты, они катаются и проезжают пешеходный переход на велосипеде. Из-за этого они попадают в ДТП, машина не успевает остановиться, и из-за этого получается ДТП. Велосипедисты такие же участники дорожного движения, как автомобилисты. Поэтому нужно строго соблюдать правила дорожного движения. Лишь небольшая часть велолюбителей знают правила, прекрасно понимают, что их ждет, если они будут ездить на дорогах неподобающе. Другие же о ПДД даже не слышали. Со стороны велосипедистов допускаются очень большие ошибки, когда они выходят на дорогу. Они думают, что можно сесть на велосипед и поехать. Этого делать совершенно не стоит, потому что это сопряжено с риском для жизни. И есть определенные правила, которые прописаны тоже. Обязательно нужно ношение шлема. Без шлема обязательно создается при ДТП риск получения тяжелой травмы, особенно для головного мозга. Человек может стать элементарно инвалидом. С начала года по сегодняшний день зарегистрировано 118 ДТП с участием велосипедистов. Об этом сообщили в пресс-службе управления патрульной службы милиции столицы. По ее данным, в них 117 человек получили травмы и 3 человека погибли. В настоящее время сотрудники УПСМ продолжают проводить профилактическую работу по просвещению велосипедистов о соблюдении правил дорожного движения в целях собственной безопасности. С нашей стороны проводятся работы. Все участники дорожного движения обязаны соблюдать правила, и велолюбители в том числе, так как они полноправные участники дорожного движения. И хотелось бы призвать водителей, велосипедистов и пешеходов не пренебрегать правилами дорожного движения. Отметим, во всем мире велосипед является синонимом здорового образа жизни, экологически чистого транспорта, спорта и просто стиля жизни. Понимая это, власти многих стран делают все, чтобы развивать велосипед. Строят велодорожки, ставят в приоритет перед автомобилем именно велотранспорт. Азамат Кенжешев, Гульчурок Азымкулов, Нью ТВ.